Будущее уже здесь. Впервые в Уфе собрали роботов из разных стран мира, чтобы показать, как может выглядеть в ближайшее время. Современные роботы, кажется, могут абсолютно все. Разговаривать, ходить, петь, обниматься и даже делать селфи. В Уфу приехал целый фестиваль роботов. Здесь и роботы-животные, и роботы-помощники. И есть даже робо-рыба, которая не боится воды. Какие роботы тебе больше всего понравились и почему? Рики, потому что он умеет все практически, он с нами разговаривает, чувствует. Он разговаривает и чувствует нас. Это потрясающе. Как ты думаешь, в каких сферах скоро понадобятся роботы? В школах, чтобы учить, помогать учителям. На выставке работает и специальный робоцирк, где роботы-актеры устраивают представления. Всего здесь живут 85 искусственных интеллекта. Представлены последние модели роботов с выставки в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине и настоящие космические технологии. Ну а если ты вдохновился такими научными технологиями, то прямо на выставке можно создать себе лично карманного робота. Чем вы занимаетесь на этом мастер-классе? Ну, я сейчас буду делать елку из 3D-ручки. Я раньше делала такое на Новый год с моими друзьями. И я выбрала елку, потому что она не просто плоская, она будет стоять именно. Как ты думаешь, навыки 3D-моделирования пригодятся? Из этого можно сделать подарок кому-нибудь, например, куклу, шарик. На фестивале роботов видно, что каждый робот – это как отдельный человек. У него есть характер, свое настроение. Создатели постарались сделать технологии максимально простыми и понятными, чтобы каждый школьник, каждый взрослый мог наглядно увидеть и попробовать повзаимодействовать, поиграть, потрогать, поуправлять роботом, как в каком-нибудь фантастическом фильме. Здесь можно увидеть не только простых роботов, но и тех, которые могут поддержать разговор. Кто знает, возможно, в ближайшее время роботы будут делать все за людей. А пока что нам остается делать все самостоятельно. Азалия Хисамудинова, Розалия Тукаева специально для Горы новостей.